Группа литераторов из Москвы прибыла в Абхазию для участия в презентации книги Даур Зантария «Книга, найденная в Сухуми». Мероприятие приурочено ко дню рождения писателя. Гостей, среди которых и автор книги Максим Гуреев, принял президент Бадра Гунба. Глава государства поблагодарил за интерес к абхазской культуре и за выпуск издания, отметив важность творчества Даура Зантария. Благодарю вас за ту работу, которую вы провели. Это действительно наследие, которое останется для нашего народа. Как говорил Андрей Битов, Даур Зантария яркая, неординарная личность, которая умеет собирать и будет собирать людей. Вот как раз-таки сегодня тот момент, который описывал Андрей Битов, и благодаря таким талантливым людям мы имеем возможность наращивать и межкультурный диалог между народами нашими. Это очень важно в современном мире, когда культура является главным мостом для объединения народов и сближения народов. Необходимо, это как бы наша задача, там, как писателей, как художников-иллюстраторов, как поэтов, продвигать, напоминать. Да, это вопрос памяти. Вопрос памяти. Если эти люди существуют в нашей памяти, значит, они существуют. И вот в этой книге, поскольку, ну это Даур, конечно, надоумил, потому что по-другому о нем писать невозможно, история рассказана наоборот. Даур уже умер, и жизнь его отматывается в обратную сторону. Колесо катится в обратную сторону. И мне показалось такой прием, ну, по крайней мере, соответствующий нашему герою. Потому что, ну, как по-другому. И вот эта история, те, кто прочитал эту книгу, были удивлены. Говорю, друзья, это надо удивляться не мне и этой книжке, надо удивляться Дауру, что он вдохновит, я думаю, будет еще, наверное, вдохновлять там, кинематографистов. Он очень кинематографичен. Хочу сказать большое спасибо, вот как читатель, как гражданин Абхазии, как абхаз вот за это издание. Здесь уже говорили, сам факт о том, что вот в серии «Жизни замечательных людей», это вторая книга, это говорит, ну, для нас это знаковое событие, и это событие на какой-то большой отрезок, исторический отрезок времени, он таковым и останется всегда. На встрече было предложено учредить литературную премию имени Даура Зантария. Ее будут вручать за произведения, написанные на абхазском и русском языках. Бадра Гунба поддержал эту идею. Вообще Абхазия уникальное место. Место, где рождаются великие люди. Здесь действительно было правильно сказано, большое количество поэтов и писателей, людей творческих. Это, конечно же, не случайность. Именно благодатная земля, народ с богатой историей призван сохранять как свои традиции, культуру, так и вносить свой вклад в развитие мировой культуры. У нас есть кем гордиться. Несколько имен сегодня здесь уже произносилось. Конечно же, это и Баграт Шинкуба, и многие наши видные деятели, пера, и Фазиль Искандер, который также привнес в мировую литературу огромный вклад. И, конечно, среди них Даур Зантария. Здесь не раз было отмечено, что Даур Зантария ни разу не являлся лауреатом ни одной премии. Вы знаете, наверное, самая главная премия – это любовь людей, любовь читателей и наследие. У каждого из нас свой срок жизни, но не каждому дано оставить о себе имя и историю. Конечно, не могу не сказать о том, что не раз здесь поднималось о премии. Я думаю, что наша встреча как раз-таки и станет тем стартом премии Даура Зантария, которая будет наверняка вручаться достойным продолжателям дела Даура Зантария.
В рамках встречи президент наградил российских писателей Максима Гуреева, Марину Москвину и Игоря Сида орденом Ахидзе-Апша третьей степени. Писатели удостоились награды за значительный вклад, развитие и укрепление абхазо-российских литературных и культурных связей и популяризацию абхазской литературы. Затем участники встречи направились в Абхазский драматический театр, где состоялась презентация книги Максима Гуреева «Даур Зантария. Книга, найденная в Сухуми». Это не просто биография, а целый роман о жизни знаменитого поэта, писателя и киносценариста. Уникальность этой работы заключается в том, что она начинается не с традиционного повествования о рождении автора, а с глубокого художественного осмысления его смерти. В мероприятии приняли участие президент Бадра Гунба, автор издания Максим Гуреев, родные писателя, творческая интеллигенция, общественность страны. За все благодарен, вообще мне слов нет. Ну а то, что вот это раскрыто, об этом сказано, и мы получили возможность открыто гордиться, что это наш брат, это тоже для нас очень многое значит. Вообще-то Даур в своей жизни, он умел как-то собирать вокруг себя или сам входил в эти круги верных, любящих его людей. Марина Москвина назвала роман Даура Зантария «Золотое колесо» эпохальным. Она близко знала писателя и рассказала, как он, будучи в Москве, приходил и читал ей отрывки из своего произведения. Мне посчастливилось жить с ним напротив друг друга. Он жил напротив меня в комнате и писал свой эпохальный роман «Золотое колесо». И когда он приходил и читал мне отрывки, я была совершенно заворожена его прозой, а также поэзией. Когда он своим хриплым голосом читал «Ночь над деревней глубока, повсюду тишина разлита целокупно», или он говорил какие-то строками совершенно необыкновенными на русском языке. И я сейчас услышала, что именно роман «Золотое колесо» был написан им впервые на русском языке. За свои недолгие 48 лет Даур Зантария успел создать произведения, которые получили высокую оценку как среди критиков, так и среди широкой аудитории. Он оставил значительное наследие для абхазской и мировой культуры, подчеркнул писатель Даур Начкеби. Книгу о нашем Дауре написал Максим Гуреев, известный русский прозаик, сценарист, режиссер, за что ему огромная благодарность. Она вышла в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». В этой серии книга об Абхазии выходила только один раз, в далеком 1962 году. Это была повесть Георгия Гулия о его отце, основоположнике абхазской письменности и литературы Дмитрий Гуля. Это не значит, что за прошедшие 60 лет в Абхазии не было деятелей, заслуживающих быть причисленными к когорте замечательных людей. Тем не менее, выход книги о Дауре Зантария не случайен. Он объясним пронзительностью его человеческой судьбы, яркостью его личности и незаурядностью его писательского почерка. Мероприятие было организовано благотворительной общественной организацией «Амилат Ресурско» под руководством Циза Гумба, а также при содействии руководителя Абхазского государственного издательства и при поддержке правительства Абхазии. Ирина Аршба, Ирена Богателия, Заур Лиев, Абхазское телевидение.